Бата – это особый жанр. Само слово «бата», как считают лингвисты, происходит от названия первой суры Корана «Фатиха». Звук «ф» заменяется в казахском на «б». Отсюда, например, происходит имя Батиха. Звук «х» редуцируется, как в слове «Аллах» – «Аллах». Если «бата» – это слово, связанное с исламом, а сами бата и ритуал бата имеют более древнее происхождение, то как называлась бата раньше? Это древнее тюркское слово «алгыс». В некоторых тюркских языках, например, в алтайском «алкыш», саха-якутском «алгыс», означает молитва, благословение, благодарение, восхваление. Это традиционный обряд обращения к небесным божествам и духам, который включает их восхваление и просьбу к ним. Такой алкаш сопровождается жертвоприношением духам, например, разбрызгиванием кумыса. В этнографической энциклопедии объясняется, что у казахов бата просят, а алгыс – благодарность – обычно человек говорит по своей инициативе. Под влиянием ислама казахский алгыс в большей степени был замещен бата. Он утратил связь с ритуалом, имеет в основном этическое значение. Казахский алгыс обращен не к высшим силам, а от одного человека к другому. Алгыс может иметь форму бата.